Доброе утро, уважаемые коллеги. Пожалуйста, начнем. Доброе утро. За прошедшую неделю в городе Якутске произошло 16 пожаров. Крупных пожаров не было, гибели нет, один пострадавший. На сегодняшний день количество пожаров составляет 57, в прошлом году 63. Гибель 1, в прошлом году 2, травмированных 4, в прошлом году 3. Работаем в штатном режиме. Доклад закончен. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю инспекторским составом проведено 9 плановых проверок и 4 внеплановые проверки. Составлено 6 административных протоколов по статье 19.5 за невыполнение предписания. Проведено 5 профилактических обследований, рассмотрено 4 жалобы. Проведены инструктажи в двухэтажных жилых деревянных домах по 16 домам. Всего проинструктировано 127 человек. У меня все. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые участники совещания. По данным оперативной сводки за неделю на территории города Якутска зарегистрировано 25 преступлений, раскрыто 18. Из них тяжких, особо тяжких 3, раскрыто 1. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 32 преступления. Это 5 тяжких вреда здоровью, 4 грабежа, 11 краж, 1 угон, 2 изнасилования, 3 мошенничества и 6 прочих преступлений. Установлено лиц, совершивших преступления 50, из них ранее судимыми 10, женщинами 8 и несовершеннолетними 5 преступлений. В оперативном поиске находится 6 человек, из которых установлено 5 человек. Объявлено в розыск преступников 6, из них установлен 1, из ранее объявленных в розыск преступников установлено 14. Поступило сообщение о вести пропавших 9, в том числе несовершеннолетних 1. Также за неделю установлено вести пропавших 9, 2 из которых были объявлены в течение недели. Несовершеннолетних установлено 2. Обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 7, суицидов 1 на 1. По системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город» выявлено 3 факта совершения административных правонарушений, раскрыто 2 преступления. За неделю отделами и подразделениями всего составлено 1439 административных протоколов. Специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 43 человека. На 26 января всего содержится 32. С ВСНП помещено 2 несовершеннолетних. В изоляторе временного содержания за неделю задержано 12 человек, из них арестовано 6, освобождено 2. Также на неделю на территории города Якутска было проведено 5 массовых мероприятий, 3 спортивных, 1 культурное и 1 публичное, в которых приняло участие 2929 человек. Охрана общественного порядка было задействовано 15 сотрудников полиции, 5 сотрудников ОМОН, это был боевой резерв, и 1 группа инженерно-технической группы. Общественников всего задействовано 80 человек, из них ДНД с УФО 50, ЧОП Гарант 30. Также закончили проведение операции «Быт». Доклад закончен. Скажите, пожалуйста, а вот дедушку, который ушел из дома-то, нашли, нет? На сегодняшний день не найденных нет, все установлены. Ясно. Пожалуйста. Доброе утро. Оперативная обстановка на обслуживании объекта транспортного комплекса Якутского гарнизона осталась стабильной и находилась под контролем службы управления. За прошедшую неделю у нас зарегистрировано 11 преступлений, раскрыто 9. Также выявлено административное правонарушение 107. За нарушение правил поведения на транспорте 4, за нарушение миграционного законодательства 10, за мелкое хулиганство 12. С помощью видеокамер наружного наблюдения выявлено 12 административных правонарушений, наложено административных штрафов на сумму 38 тысяч рублей. По докладу все. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий. Из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате которых ранения получили 8 человек. Если по видам поделить, то это у нас 3 столкновения и 4 наезда на пешехода. 3 наезда на пешехода у нас совершены были на регулируемых перекрестках и 1 на нерегулируемом пешеходном переходе. В целях профилактики ДТП выявлено 1074 правонарушений, из них в отношении трезвых водителей 9. На специализированную стоянку доставлено 17 автомашин. За невыполнение требований дорожных знаков привлечено 4 водителя грузовых автомобилей.
По выявленным недостаткам УДС выдано 6 предписаний, возбуждено 7 административных дел. По пассажирским перевозкам проведено 2 рейдовых мероприятия совместно с МУГАДом и Министерством транспорта, в ходе которых возбуждено 18 административных дел в отношении должностных лиц 9, юридических 3, физических 6. На выходные дни и массовые мероприятия обеспечим безопасное дорожное движение. Доклад закончен. Спасибо. Так, мы получили вашу информацию по итогам 2019 года о дорожно-транспортных происшествиях с участием автобусов. Сейчас ее проанализируем и об итогах принятых решений мы вам доложим. Пожалуйста. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета проведена 41 проверка. В ходе проверок наложено 14 штрафов на сумму 439 тысяч рублей, выдано 29 предостережений. Продолжается работа по обращениям граждан и в округах города. У меня все. По сообщениям, что в озеро Сайсара течет канализация с Лермонтова 117, вы этот сигнал приняли? В обращение поступило, сейчас отрабатывают инспектора. Хорошо. Так, пожалуйста. Доброе утро. По эпидситуации в городе Якутске ОРВИ и гриппу. За 4 дня прошлой недели было зарегистрировано всего 2347 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости 67,9, это ниже на 6% эпидпорогов. Тем не менее, среди возрастных групп у нас превышение эпидпорогов идет в возрастной группе от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет. По лабораторному мониторингу было обследовано 146 больных, положительных находок было выявлено 39, из них 11% обследованных – это вирусы гриппа AH1N1, обычный сезонный грипп. 10% – это вирусы парагриппа и 5% – это аденовирусы. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, у нас количество заболевших в прошлом году было уже более 5000, эпидпороги были превышены более чем в 2 раза, и в прошлом году школьники на карантине находились у нас с 22 января. Теперь, что касается случаев кори. Новые случаи кори в городе Якутске не регистрировались, и их количество осталось таким же. Всего 73 случая, из них 52 случая – это взрослые и 21 ребенок. На сегодняшний день мы ежедневно мониторим ситуацию, и по нашим данным период наблюдения закончится где-то 5-10 февраля. Теперь, что касается актуальной инфекции на сегодняшний день, это коронавирус. В целом в мире на сегодняшний день зарегистрировано уже 2068 случаев, в том числе из них 56 случаев это с летальным исходом. И с каждым днем количество стран, в которых выявлены случаи коронавируса, увеличиваются, и вот по сегодняшним новостям уже в Канаде это выявлено. Из стран Юго-Восточной Азии, помимо Китая, это Япония, Таиланд и Южная Корея. Роспотребнадзором проводятся все необходимые мероприятия по недопущению завоза. И на сегодняшний день в пункте санитарно-карантинного контроля в аэропорту города Якутска введена двойная термометрия. То есть это вначале в салоне самолета проводится термометрия, и уже при выходе в аэропорт, в зал, проводится еще повторный тепловой контроль. Кроме того, помимо рейсов, которые прибывают из-за границы, такая термометрия вводится и на внутренних рейсах. В первую очередь это, конечно, города Дальневосточного округа: Хабаровск, Иркутск, Владивосток и так далее. Роспотребнадзором проведена готовность медицинских организаций к приему больных из таких неблагополучных территорий. Проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на данное заболевание.
Также определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики. То есть в случае выявления такого подозрительного больного пробы немедленно отправляются в город Новосибирск, в Вектор, поскольку Роспотребнадзором уже разработаны вот эти тест-системы для определения коронавируса. У меня все. Спасибо. Какие будут общие рекомендации к населению? Разработана памятка, она размещена на сайте Федерального Роспотребнадзора, и у нас также вот эта памятка, она вчера была размещена. Итак, какие же основные меры необходимые для этого? Во-первых, при планировании зарубежных поездок необходимо уточнять, какая эпидситуация на сегодняшний день находится там. Не рекомендуется посещать рынки, где продаются животные и морепродукты. Употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду. Не посещать зоопарки и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. Необходимо использовать средства защиты органов дыхания, это носить маски. Мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. И при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не допускать самолечения. Спасибо. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, значит, на прошлой неделе мы закончили с вами наши ежегодные отчеты перед населением города Якутска. Всего непосредственное участие в отчетах перед населением приняло порядка 2000 жителей города Якутска. И кроме этого, значит, порядка 11 тысяч человек просмотрело 2 отчета в Губинском и в Хатасах в прямом эфире. Таким образом, общее участие онлайн и реальное участие, оно, значит, порядка 13 тысяч человек, что, в принципе, показатель очень хороший, есть интерес. В целом работа окружной администрации воспринята людьми положительно. Оценка у нас с вами по истекшему 2019 году хорошая. Горожане поддерживают те мероприятия, которые мы начали, особенно мероприятия социальной направленности. Это хорошо, и в этом ключе мы с вами должны будем продолжить. Значит, следующая задача, кроме всех текущих задач, которые мы ставим на 2020 год, это и безопасные качественные автомобильные дороги, и программа сноса и переселения из ветхого аварийного жилья. Значит, задачи, которые перед нами ставятся, касательно уже отладки тех муниципальных услуг, которые мы оказываем. В этой связи мы с Максимом Макаровичем решили, что мы запускаем программу реинжиниринга муниципальных услуг. 222 муниципальных служащих на сегодняшний день, конечно, оказывают услуги городу, который на сегодняшний день насчитывает порядка 350 тысяч постоянно проживающих. У нас с вами осенью будет перепись населения, мы узнаем точное количество постоянно проживающих. 335 это по данным статистики, по нашим данным это порядка уже 350. Я думаю, что столичная полиция поддерживает наши цифры, вероятно, даже уже больше. Поэтому необходимость оказания более качественных муниципальных услуг встает на первый план, скажем так, да, и те подразделения, которые выполняют функции фронт-офисов, то есть непосредственно работают с населением, непосредственно занимаются разъяснительной работой с населением, их работу необходимо усилять. Значит, принимая участие на недавно прошедшем в Москве Гайдаровском форуме, я имела обстоятельный разговор и с представителями Российской Государственной академии народного хозяйства и государственной службы, а также посмотрела опыт 5 субъектов, в которых вводятся институты управления изменениями. И, значит, мы с моими коллегами приходим к выводу о том, что нам необходимо все-таки обратиться за экспертно-методологической помощью, потому что на сегодняшний день подобного опыта в муниципалитетах в Российской Федерации нет. И я и в прошлый раз говорила, и сейчас повторю о том, что сложившаяся структура окружной администрации, которая
значит, составлена по отраслевому признаку, она немножко устарела, поэтому сейчас на первый этап выходит осмысление процессов, которые происходят. И значит, вот метод процессного управления, о котором долго говорится, нам необходимо уже внедрять и на муниципальном уровне. Мы с вами проведем полный аудит всех процессов, и затем мы с вами должны будем провести оценку готовности муниципальных служащих к реализации вот этих изменений, которые нам предстоит внедрить. Нам необходимо будет идентифицировать роль каждого участника процесса, а также его роль конкретно в определенной команде, которая оказывает те или иные муниципальные услуги и взаимодействует с населением, а также их опорные и дефицитарные компетенции. То есть мы должны понять, в чем мы сильны, в чем есть наши недостатки, и после этого, значит, соответственно, провести изменения. Полагаю, что данные мероприятия займут у нас около 4 месяцев, не менее 4 месяцев, и поэтому призываю всех коллег при значит, начале вот этих изменений принимать самое активное и деятельное участие, потому что ваш опыт, ваше видение проблемы, значит, ваше активное участие являются залогом успешной реализации того, что мы с вами начинаем. Повторюсь, реинжиниринг муниципальных услуг. На сегодняшний день то, как мы взаимодействуем с населением, не устраивает ни нас самих, ни население соответственно. Значит, в качестве ярких примеров. Мы с вами, значит, заявили о том, что мы будем измерять расстояние от открывающегося алкомаркета на 203-м микрорайоне до ближайшего заведения. Назначили время на 10 часов, пригласили общественность на 10 часов. По каким-то непонятным причинам департамент предпринимательства продержал там людей более часа. Более часа люди стояли в магазине и ждали, пока приедут наши специалисты с прибором для измерения расстояний. Вот это как назвать? При этом не пригласили управу, на территории которой, собственно, находится этот предполагаемый алкомаркет. Это наша системная ошибка. Пришлось объясняться с людьми, мне лично, значит, старостам, извиняться за того человека, который с этим прибором уехал там куда-то на автодорожную. Товарищи, так никуда не годится. Планируйте заранее все те мероприятия, которые вы проводите. Наша ошибка, значит, в организации работы межведомственной комиссии тоже вызвала очень много нареканий и справедливых упреков. Позвали всех людей в 10 часов на одно время, выстроили их в коридоре с невнятными причинами. Пожалуйста, рассчитывайте время. Сейчас у нас с вами на подходе проблема, ежегодная проблема с записью детей в 1 класс. Сейчас, значит, в электронном виде через портал они заявки подали. 6 дней вы сейчас себе берете вот эту рабочую неделю на проверку тех заявлений, которые поступили. Через 6 дней опять начнутся разборки. Так? Уже начались разборки, правильно. Трехминутное зависание портала вызвало такой всплеск эмоций в городе. Ну, понятно, что когда одновременно несколько тысяч человек заходят на портал, он не выдерживает. Значит, надо расширять емкость или там, как это называется у специалистов. Но я повторюсь, сейчас в эти дни особое внимание работе школьного и дошкольного отделов. Потому что запись идет, люди должны понимать. До тех пор, пока они быстро не получат внятный ответ, даже отказ должен быть внятным, чтобы человек понимал, что происходит. Далее. Значит, мне говорят, что то же самое происходит по фонду развития города Якутска, когда принимаются заявки. Значит, административная комиссия. То же самое. Всех вызываете в одно время, томите их там в коридоре, начинаете их там прессовать и консервировать. Пожалуйста, выстраивайте время. Время – это самый дорогой ресурс. Я думаю, что самый дорогой ресурс, конечно, здоровье. После здоровья самый дорогой ресурс – время. Особенно, когда мы имеем дело с предпринимателями, у которых каждая минута стоит дороже, чем наша с вами. Пожалуйста, уважайте чужое время. Комиссия по делам несовершеннолетних. То же самое. Отдел опеки и попечительства. Постоянно возникают вопросы. Почему? Дети-сироты. Почему? Когда будет происходить выдача ключей? Почему я вместо вас должна отвечать, когда будет происходить выдача ключей детям-сиротам? Отсутствует внятная информация. Мы за первый год нашей с вами работы выстроили такую ситуацию, когда сделали диалог возможным, и диалог открытым, и диалог он широкий, понимаете?
И задав такой темп, мы сейчас с вами не успеваем людям отвечать. Вот это плохо. Это плохо. Коммуникация должна быть мгновенная, коммуникация должна быть быстрая и внятная. Я понимаю, что вам всем очень тяжело. Повторюсь, 222 муниципальных служащих на город, 350 тысяч человек, это, конечно, мало. Но, уважаемые коллеги, мы работаем с вами в новой информационной реальности. То, в каком темпе и какой информационной прозрачности мы работаем, никто до нас с вами, из наших предшественников, в такой ситуации не работал. Это новая реальность, мы должны ее воспринять, и кто не справляется с этим потоком информации, и у кого психика должным образом не настроена на взаимодействие с населением, то он должен делать для себя выводы. Коллеги, я понятно изъясняюсь? Особую роль и особое значение будет иметь в этом году взаимодействие между подразделениями. Не каждый сам за себя. И прекращайте заниматься вот этой перепиской и переброской писем от друг друга. Поднимите трубку, сходите ногами, если близко. Выясните, дайте нормальный ответ. Я сейчас, когда начинаю проверять контрольные документы, я вижу, что письмо гражданина может 2 недели пролежать в одном департаменте, после этого этот департамент приходит к выводу, что так это же не мне, и отправляет в другой департамент. И вот этот вот футбол у нас с вами продолжается неделями. Так потом еще получаются какие-то отписки. Классический пример, который я всегда привожу, когда бабушка 80 лет обратилась к нам с заявлением, с просьбой газифицировать ее садовый участок. Ответ, казалось бы, прост. Мы пока не в состоянии газифицировать садовые участки, пока не газифицируем полностью ИЖС, и в первую очередь земельные участки, которые предоставлены многодетным семьям и ветеранам. Так? Что мы написали в ответе этой бабушки? Сформулируйте свою заявку, подайте ее в электронном виде на портал такой-то, такой-то. Консолидированная заявка там, за подписью председателя садового огороднического товарищества. Бабушке 80 лет. Вы прекращайте эти вещи. Давайте человеческие ответы. Потому что иной раз даже мне сложно читать то, что вы там написали. Ссылка на закон такой-то, ссылка на закон такой-то, ссылка на закон такой-то. Человек просто ждет нормального ответа. Ссылки на закон, безусловно, должны быть. Можете их прикладывать приложением. Если будет нужно, человек прочитает. Но письмо-то должно быть нормальным языком русским. Канцелярщину это все заканчивайте. Поэтому, Максим Макарович, вам, Департаменту экономики, Департаменту финансов, Управления кадров, изучить те предложения Российской государственной академии Народного хозяйства государственной службы, выйти на подписание соглашения и затем, разумеется, посредством конкурсных процедур выбрать ту экспертную организацию, которая будет нам оказывать экспертно-методическую помощь. 4-5 месяцев – это максимум, что мы можем себе позволить. Это должно произойти быстро. Так, и, если уж мы начали об этом говорить, то мы обратились в многофункциональный центр в городе Якутске с просьбой провести аудит административных регламентов. Плюс к этому у нас на сегодняшний день есть предложения, которые направили и жители города Якутска, и представители предпринимательского сообщества и так далее. Все они сконцентрированы сейчас в Департаменте экономики. Так, Татьяна Кимовна? Вы какие себе сроки поставили для анализа и выработки решений? Мы поставили 3-4 февраля, уже будет совещание, до этого должны все завершить. Хорошо, хорошо. Пожалуйста, Департамент жилищных отношений, Главное архитектурно-планировочное управление, Управление архитектуры, Департамент градостроительства и прочие. Проведите аудит тех услуг, которые вы оказываете. То, что можно передать в МФЦ, общайтесь с коллегами из МФЦ, передавайте МФЦ. Александр Владимирович Наволоков, Департамент жилищных отношений, мы с вами вчера общались на эту тему, прежде всего вы. Хорошо? Посмотрите, потому что количество работников у вас небольшое, объем очень большой. Если МФЦ нам может помочь, с коллегами обсудить это. Так, дальше. Вчера мы подписали постановление о бесплатной юридической помощи населению. По старой схеме, там у нас разбито по округам, автодорожный там и так далее, по алфавиту все идет. Центральный округ попадает на бесплатную юридическую помощь аж 5 декабря.
Поэтому все-таки необходимо будет, ну, подписали, ладно, да, значит, пусть это будет по месту жительства, но в разъяснительной работе гражданам необходимо будет, Павел Николаевич, указать, что бесплатную юридическую помощь по указанным адресам может получить любой житель города Якутск. Если ему необходимо, значит, срочно, а не ждать до 5 декабря, то он может подойти в автодорожный округ такого-то числа, значит, в Сальсарский такого-то числа, и, в общем, эту систему надо отладить. У людей должна быть возможность, независимо от места жительства, получить своевременную юридическую помощь. Согласны со мной? Так, и то, о чем мы с вами говорили. Значит, Максим Макарович, поставьте, пожалуйста, в график отдельные встречи с населением по имущественным и земельным вопросам. Очень много в пригородах, в первую очередь, вопросов задают по земельно-имущественному комплексу в связи с тем, что до 2003 года земельные участки распределялись непосредственно в администрациях пригородов, документация частично утеряна, частично там как-то она не так оформлена и так далее, и поэтому этот комок проблем, который накопился до 2003 года, перетек, затянулся, уже где-то и документов правоустанавливающих нету, очень большие проблемы. Накладки с земельными участками, поверх тех старых участков начали выдавать новые участки, и в общем все пригороды необходимо будет в темпе объехать, все предложения собрать, с людьми поработать. Им сложно будет приехать сюда и по одному обходить наши кабинеты. Поэтому, значит, комиссионно выезжайте на места, встречайтесь с населением, принимайте там заявления. Так, ну ладно. Это что касается отчетов перед населением. Мы с вами готовимся к отчету перед Якутской городской думой. В связи с теми предложениями, которые поступили от граждан и с теми, значит, дополнениями, мы, Альберт Никандрович, непосредственно озвучивать Якутской городской думе будем немножко доработанный вариант отчета с учетом того, что люди хотят услышать. Поэтому тот отчет, который был вам сдан, он как бы как основа. Так. Пожалуйста, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Доброе утро, уважаемые коллеги. Работа ведется в штатном режиме. По оказанию муниципальной услуги по выдаче ордеров на земляные работы 21 штука, оказание муниципальной услуги по выдаче разрешений на вырубку деревьев 1 штука. Составлен свод по реестру мест накопления ТКО, включено в реестр 1286, 53%. Всего согласовано управлением Роспотребнадзора по РСЯ мест накопления ТКО 1093, что составляет 46%, в том числе муниципальных 104. Так, издано распоряжение департамента об утверждении порядка отбора объектов из реестра заявок по мероприятию строительства, реконструкции объектов систем наружного освещения «Светлая столица». Так, и ну, все коротко. Так, нам с вами нужно окончательно решить по определению площадок для выгула собак. Да, готовим. Да, значит, на этой неделе надо подписать срочно. Так, да, они будут пока не оборудованные, но необходимо нам, соответственно, посмотреть источники, из которых мы будем организовывать строительство, значит, необходимых, ну, там ограждения должно быть и прочие требования по местам для выгула собак. Но давайте мы хотя бы площадки определим, чтобы хозяева знали, где они могут выгуливать собак. Соответственно, там, где мы определим эти площадки, необходимо будет поставить информационные аншлаги. Сейчас в городе функционируют 4 площадки для выгула собак, и мы планировали эти площадки включить, а те дополнительные 3, которые с управлением архитектуры согласованы, они еще не согласованы с ресурсниками. Поэтому... Пожалуйста, ускорьте, потому что довольно сложно. Эти 4 площадки, они разбросаны же, ведь у нас получается это... Губинский, Гагаринский. И еще 2 где? Вот сейчас не скажу. Ну вот. Угу. Где? В Губинском 2 площадки. Ну, на самом деле собак гораздо больше. Я почему акцентирую ваше внимание на это? Потому что мы сейчас, значит, с вами начинаем информационную работу с владельцами собак, особенно в частном секторе. Начинаем с частного сектора. Во-первых, значит, жилкомсервису дано соответствующее поручение. Валерия Сергеевна здесь? Да, значит, составить объявление специально для владельцев собак в частном секторе. Во-первых, мало кто помнит о том, что у нас в Кодексе об административных правонарушениях статья 5.3, значит, обязывает всех владельцев животных, значит, проводить регистрацию, осуществлять регистрацию животных.
Уклонение от регистрации животных, как собак, так и кошек, влечет за собой наложение административного штрафа от 1000 до 1500 рублей. Да, все верно. Значит, обязанность по этой статье чья, Феликс Александрович? Наша или чья? Наша. Вот, соответственно, значит, посмотрите, если у нас разработанное положение о порядке регистрации животных, все ли знают, куда они должны идти, и каким порядком регистрировать. И далее. Значит, владельцев собак в частном секторе необходимо предупредить о том, что в соответствии с новым федеральным законом 498 довольно серьезно там прописан запрет на свободный выгул домашних животных. Сегодня, и это констатируют и специалисты, и ветеринары, и ну, просто визуально видно, что в тех огромных стаях собак, которые бродят на территории, особенно вот частного сектора в городе Якутске, более половины – это домашние собаки. Это домашние собаки, и, как подсказывают специалисты, именно домашние собаки наиболее склонны к агрессии. Домашние животные. И посмотрите, этот случай в Ленске, это ведь домашние животные, как я понимаю, хозяйские собаки. Вот, поэтому главы территориальных органов управления, особенно пригороды, особенно там, где большой частный сектор, просьба, как только вы, значит, примете текст этого объявления, необходимо будет до владельцев животных в частном секторе эту информацию довести. Далее, мы, значит, должны с вами установить плату за содержание, ну, пока в пункте передержки животных, затем в приюте, когда он будет построен, плату за содержание хозяйских животных. Это как штрафстоянка, правильно? Да, Мы на сегодняшний день животных эти безвозмездно отдаем хозяйских. безвозмездно. Ну вот видите, значит, мы несем расходы по содержанию этих животных, да, в пункте передержки, там кормим их, там что-то там еще какие-то там делаем с ними манипуляции, да, а забирают они безвозмездно. Извините, это как штрафстоянка для машин. Если вашу собаку поместили в пункт передержки, вы должны будете оплатить ее содержание там. Плюс к этому штраф, если она не зарегистрирована. То есть вот эту работу наладить надо, значит, совместно с Валерией Сергеевной положение это разработаете. Хорошо? Хорошо. Так, спасибо, садитесь. Так, Якутдорстрой. Доброе утро, Сардан Владимир, доброе утро, коллеги. Предприятие, значит, у нас в штатном режиме отработало. За неделю вывезено порядка 50 тысяч кубов снега. За прошедшую неделю порядка 17 тысяч. Итого с октября месяца порядка 147 тысяч. Значит, на противогололедные мероприятия израсходовано порядка 3800 речного песка. Работа идет в плановом режиме. Хорошо. У нас с вами за январь месяц на прошлой неделе, по состоянию на прошлую неделю, выпала уже тройная норма месячных осадков. Безусловно. 300% снега выпало в январе месяце. В этой связи, конечно, мы все наблюдаем существенное ухудшение дорожной обстановки вот в плане именно чистки дорог. Да? Но мы должны понимать, что мы работаем в новых климатических условиях, и полагаю, что эта ситуация будет повторяться из года в год. Да, мы в прошлом году наблюдали существенное увеличение снега, да? В этом году уже в январе 300%, а январь еще не закончился. То есть нам с вами, наверное, все-таки, и Дина Олеговна, вам тоже, да, надо посмотреть, можем ли мы предусмотреть вот в части увеличения кратности или каких-то там этих уборки. Периодичность. Периодичность. Посмотрите, пожалуйста, потому что это вторую зиму уже подряд продолжается, и поскольку сегодня у нас с вами потепление, и вся эта неделя теплая, и мы ожидаем осадки опять вот в виде снега, да, соответственно, опять у вас объем работы увеличится. Надо на это смотреть. И второй момент, вот сейчас поступают жалобы, например, с 203-го микрорайона, что вот Сору-на Малона плохо убирается и так далее. Мы должны людям объяснять, что на сегодняшний день в связи с тем, что у нас есть претензии по выполненным работам, данные дороги на обслуживание к вам не поставлены. Правильно? Да. К вам не поставлены. Вот здесь вот необходимо будет вам совместно с СГХ посмотреть, как же нам все-таки эти дороги убрать, потому что валики, они действительно стали очень большие. Я понимаю, эти дороги у вас не обслуживаются, на вашем обслуживании их нет. Мы их и в город еще не приняли, эти дороги, да? Но тем не менее, посмотрите, потому что действительно они начинают просто скатываться, пешеходы, когда переходят через эти валики. Будьте добры, посмотрите. И это не только по этой улице, посмотрите. Хорошо. Так, хорошо, садитесь, пожалуйста. Управление дорог.
Доброе утро, коллеги. За прошлую неделю управление отработало штатной и отработало Ну, правильно, в штатном, наверное. в штатном режиме, да, Режиме. извините. За неделю выдано 40 разрешений на провоз крупногабаритного груза. Также подготовили информацию к совещанию, которое состоится завтра по мосту Министерства экономики. Также приняли участие на совещании по БКАТ 2020 на уровне Алексея Сеевича Колодезникова. Там был проведен видеоконференц-связь с министром транспорта Российской Федерации. В целом работа идет. Хорошо. Значит, как я уже сказала, мы получили, значит, итоговые данные с ГИБДД по работе маршрутных автобусов. Да. Эти данные я вам направлю. Вы совместно с отделом транспорта, пожалуйста, посмотрите в части исполнения договорных обязательств по маршрутным автобусам. Принято. Так, первое. Второе. Значит, мы с вами говорим о том, что нам надо пересмотреть маршрутную сеть. Пересмотреть маршрутную сеть в части разгрузить центр. Проспект Ленина. Да, распределение. Разгрузить центр, а именно проспект Ленина, и протянуть маршрутную сеть чуть дальше и в пригороды, и в те районы, в которые сегодня автобусы не ходят. Ага. Я понимаю, это связано с состоянием дорог, с освещенностью, с наличием разворотных площадок и так далее. Вот это все надо интеллектуально продумать, до весны нам это надо бы решить. Так? Так. И мы говорим с вами о том, что необходимо увеличить количество автобусов, заезжающих в 203 микрорайон, 202 микрорайон, потому что это очень большие, значит, большие микрорайоны. Посмотрите Марху, там тоже мы не везде ездим. Ну и, соответственно, то, о чем мы с вами разговаривали, микрорайон Северный и Сатал надо посмотреть. Да. Ну, Сатал у нас не совсем получается, там у них дороги узкие. Да, совершенно верно. Вот, ну, приблизиться, скажем так, в максимальном приближении, насколько это возможно, пожалуйста, посмотрите. Хорошо, принято. И я прошу вас присоединиться к работе. Значит, совершенно мы не справляемся. Департамент предпринимательства уже более года этим занимается значит, по наведению порядка на паромной переправе. На этой неделе я должна, значит, встретиться с председателем правительства Солодовым вот именно по организации паромной переправы. Поэтому получите у Департамента имущественных земельных отношений и у Департамента предпринимательства входные данные по, значит, имеющимся арендаторам, собственникам и так далее. То есть и подготовьте наши предложения, значит, вплоть до изъятия участков для того, чтобы организовать нормальный въезд на паромную переправу. Хорошо, принято. Спасибо. Так, пожалуйста, Управление социальной защиты. Доброе утро. На прошлой неделе у нас прошли два мероприятия по чествованию юбиляров ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Это буквально вчера чествовали с 95-летним юбилеем Соловьева Афанасия Павловича, уроженца села Истит Хангаласского улуса. И на прошлой неделе также чествовали с 95-летним юбилеем Алексееву Дарью Семеновну, вдову Героя социалистического труда Алексеева Михаила Федоровича. Сегодня у нас отмечается День воинской славы России, день полного снятия блокады города-героя Ленинграда. И у нас в городе Якутске сегодня проводится 4 больших мероприятия. Глава республики и глава города будут встречаться с блокадниками Ленинграда. У нас в городе Якутске на сегодня проживает 21 блокадник города Ленинграда. В мероприятиях примет участие, наверное, около 14 человек. И также в 3 часа в Русском театре будет дан старт Году памяти и славы, который объявлен у нас в России. По фонду Победы поступления 3 миллиона 45 тысяч на сегодня, тоже темп не очень большой. Мы разработали механизм того, чтобы люди перечисляли через Сбербанк онлайн, и надо будет на рабочей группе обсудить и потом уже афишировать. Да, действительно, надо сделать платежи более удобными. Я думаю, что никто не откажется перечислить хоть какие-нибудь деньги в Фонд Победы, но это должно быть удобно. И хочется сказать, что у нас не заключены госконтракты с автобусниками.
Ага. От этого будет зависеть оплата ветеранов труда, граждан с инвалидностью А в за чем январь проблема-то? месяц. Деп финансов тут написал какое-то отрицательное заключение. Это постановление правительства номер 73, оно работает и, мне кажется, должно работать. Ольга Николаевна, просьба, значит, поручите своим специалистам пересмотреть еще раз. Да, госконтракт. Это Эти средства проходят через, минуя местный бюджет, поэтому мы не согласовали. Без согласования департамента финансов просто отправили. Мы не задерживаем. так, Максим Николаевич, представите Гену Застрелова. Нужна виза главы города Якутска на контрактах. Какая проблема-то? Я какие-то контракты в пятницу подписывала. Это не оно? Уточнимо, опять не доводить. Контракты с водителями маршрутных автобусов, вот такая пачка с вашим скорее всего, письмом. да. Скорее всего, Ну а это. что вы тогда подписаны? Хорошо. Так, хорошо, ладно. Все? Всё. Спасибо. Так, департамент градостроительства. Департамент градостроительства. Так, интересно. Организационное управление, разберитесь, где у нас департамент градостроительства. Управление архитектуры и градостроительной политики. Доброе утро. На прошлой неделе по градостроительной документации мы отработали, провели комиссию по правилам землепользования и застройки. Было рассмотрено 77 вопросов. На этой неделе тоже планируем последнее на мартовскую сессию. За неделю было принято 14 заявлений. Так, по проектам планировки на прошлой неделе тоже провели рабочую группу. Рассмотрено 39 вопросов. Так, по паромной переправе мы проработали схему развития территории. Приняли участие на совещаниях в Минтрансе. У Максима Макаровича на прошлой неделе встречались. Общие предложения выработаны. Сейчас внесем изменения, которые были по замечаниям. И в целом схема готова. Так, по формированию комфортной городской среды ведется разработка проекта сметной документации по Парку Победы. Дальше отрабатываем с организациями по привлечению к финансированию. На прошлой неделе встречались с Национальным банком, было им предъявлено предложение об участии. Также отрабатываем по дворовым территориям, соглашение по федеральному субсидированию подписано. В данное время корректируются документы и до 1 мая должны подписать контракт на строительно-монтажные работы. Так, по общественным пространствам главстрой передал все объекты на эксплуатацию. По визуальному мусору служба информации и рекламы отрабатывает, выстраивает системную работу с округами. И первый этап – это убрали штендеры с проспекта Ленина, а по другим улицам должна быть сплошная инвентаризация. Управы передают информацию, но, к сожалению, конечно, темпы не такие, как бы хотелось. Тут надо усилить работу. И по индексу качества мы отрабатываем с департаментом экономики. Информацию должны в эти дни передать Управление архитектуры Республики, чтобы дальше эта информация прошла в Минстрой России. По итогам 2019 года, да? Да. Просьба показать адекватно количество реально аварийных и ветхих домов, не сколько даже, может быть, по признанию таковыми, а по факту. Я понимаю, что это обрушит индекс качества городской среды в городе Якутске, и мы с вами об этом много говорили, и мы готовы к тому, что индекс качества за 2019 год будет хуже, чем за 2018 год. Но, может быть, дороги там отчасти подтянут, но в целом. Потому что, обратите внимание, правительство Российской Федерации, Хуснуллин, заместитель председателя правительства, сказал о том, что программу реновации необходимо распространить на всю Российскую Федерацию. Это то, о чем мы с вами говорим практически больше года. С того самого момента, как я пришла, я говорю о том, что городу Якутску нужна реновация, потому что действительно 50% жилого фонда города Якутске на сегодняшний день являются ветхими. И из них еще большая часть является аварийными. Правильно? Да. Поэтому нам эту цифру надо показать для того, чтобы оно попало в аналитические отчеты в правительстве.
Да, информацию по факту. Пишите правду, Да. какая она есть. Да, мы можем показать, потому что в этом году управление архитектуры нам проинформировали, что надо показывать цифры по факту. В прошлом году это было только по статистике. Конечно, не по статистике, вот, а по факту. И дороги вот, тоже стоило бы указать по факту. Потому что в безопасные качественные автомобильные дороги, когда в программу забивали предыдущую, да, там вбили немножко такие данные. Оно без внутриквартальных улиц и дорог. Если посчитать с внутриквартальными улицами и дорогами, то ситуация будет гораздо хуже. Хорошо, принято. И несмотря на те 204-214 километров дорог, которые мы должны сделать в ближайшие годы, это существенно не улучшит ситуацию, потому что внутриквартальные дороги у нас какие были, такие и остались. Они никак в программу не попали, никак в программе не учтены. Хотя это тоже городские улицы. И мы сколько угодно можем говорить о пыли, но пока мы с вами все не закатаем в асфальт, вот эта вот грязь с неблагоустроенного сектора, она будет все равно вылезать на центральные улицы. Так, хорошо. Спасибо. Наталья Романовна, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Социальный блок неделю отработал в плановом режиме. Ну, в принципе, мы работали по обращению гражданки главе республики. До конца этой недели мы должны предоставить общую информацию совместно с Министерством труда и соцразвития населения. Это речь идет о Кузнецовой, об обращении Кузнецовой. Но мне кажется, что семье Кузнецовых очень много уделяется внимания, несмотря на то, что и предприятием, в котором работает, и муниципалитетами, и администрацией, и добровольцами было оказано много помощи. В этой связи я бы на самом деле управу попросила посмотреть другие семьи, которые находятся в более ужасной ситуации, но молчат. Это вот люди обратились там в центральные СМИ, и мы теперь все как с писаной торбой носимся с одной семьей. У нас таких семей полно в городе. Полно, и как раз по Октябрьскому округу на контроль мы взяли одну семью, тоже на этой неделе отработаем. Поэтому совместно с Союзом многодетных, Советом многодетных семей, пожалуйста, еще раз посмотрите. Хорошо. И по приему в первый класс действительно то дополнение, которое было включено в этом году по приему в первые классы, это приоритетное зачисление младших братьев и сестер, оно дало свои определенные показатели. Первый день приема поступило 2175 заявлений, 20 школ города Якутска, из них 2082, это получается по статус получили очередников. Переполненными оказались следующие школы. Это первая школа на 30 человек, городская классическая гимназия на 99 человек, Сахаполитехнический лицей 53 человека, 17-я школа 127 человек, 31-я школа 16, Сахакорейская на 35, Сахагимназия на 24 и Якутская городская национальная гимназия на 69 человек. В течение 6 дней должны проверять все подлинные документы. Нарочно приходят, и комиссия школьная проверяет, и потом наверняка вот эти цифры немножко поменяются. Но по первому дню записи всего 339 заявлений, они приобрели статус, ну, скажем, непринятых. Непринятых? Да, то есть не по закрепленной территории поданные заявления и не имеющие статуса первоочередности. 1 февраля... Ну, в смысле как? 339 человек, они не приняты в те школы, которые они желают? В те школы, которые они желают. То есть они не имеют регистрации, это в первую очередь, они не имеют приоритета по льготам, по федеральному законодательству и не попадают в статус тех детей, у которых старшие братья и сестры уже обучаются в данной школе. По АИ КГТА, в которой в эту субботу начнется запись, школа планирует открытие 5 классов. Сегодня мы встретимся совместно с управлением образованием и с директором школы, проговорим все там моменты. Там более
700 детей, если по прошлому году, на 1 сентября прошлого учебного года посмотреть, то 700 детей – это практически не по закрепленной территории обучающихся. Поэтому тут у нас будут определенные вопросы относительно младших братьев и сестер. Ну, говоря простым языком, в АИКГТ на сегодняшний день обучаются детки, которые 1200. Территориально проживают в других местах. Да. Да, проживают в других местах. Вместе с тем, детки, которые проживают непосредственно за закрепленной территорией, они на сегодняшний день, вызывает сомнение, что они смогут поместиться в эту школу. Могут не поместиться, да. Вот. Но, да, задача сложная, но прежде всего и прошу Губинский округ тоже отработать с родителями. Родители, когда пишут заявление, должны указать тот язык, на котором они хотят, чтобы их ребенок обучался. Только это даст нам реальную картину, значит, сколько классов должно быть с обучением на якутском языке, сколько классов должно быть с обучением на русском языке. Я думаю, что здесь опять без прокуратуры не обойдется, поэтому предлагаю изначально их в этот процесс вовлечь, чтобы они, значит, контролировали законность действий как наших, так администрации, так и законность требований родителей. Хорошо? Потому что все равно мы опять попадем там в какую-нибудь ситуацию с этим АИКГТ. Лучше заранее подготовиться. Предвидеть, предупредить. Конечно, По крайней мере, попытаться. Максимальная открытость, повторяю, максимальная открытость, максимальная доступность всей информации для родителей. Так, и с привлечением Губинского округа. Хорошо. Чтобы они были в курсе, потому что с них спрашивают, а вы их не приглашаете обычно на совещание. Все эти моменты мы сегодня Все, проговорим спасибо. и решим. Роман Сергеевич, пожалуйста. Доброе утро. На прошлой неделе работали планово, решали текущие проблемные вопросы. На этой неделе у нас запланировано ряд совещаний по бесхозяйным сетям, по всем видам ресурсов. И также проведем на этой неделе, сегодня-завтра, совещание по вопросам, связанным с созданием единой техснабжающей организации, с привлечением ресурсоснабжающих организаций. Все остальное плановой работе. Спасибо. Павел Николаевич. Все структурные подразделения окружной администрации и муниципальные учреждения работают в штатном режиме. Особых замечаний по их работе нет. В целом, Сардана Владимировна, вы в начале отчета всю эту информацию, которую я планировал озвучить, вы уже озвучили, проанализировали, поручения уже даны. В дополнение я могу сказать о том, что наши коллеги из республиканских органов власти начинают отчеты по республике после празднования 8 марта. В городе Якутске итоговый отчет в этой связи намечается 16 марта. Отчет, как и в прошлом году, итоговый будет проводить председатель правительства Солодов Владимир Викторович. Но при этом республиканские коллеги сейчас задумались над тем, чтобы поменять форму проведения отчета в целом по республике в городе Якутске, но итоговых, вернее, уже принятых решений еще нет. Обсуждение этой темы пока еще продолжается. Но вчера в прямом эфире, значит, председатель правительства сказал о том, что будет совмещенное. Да. То есть не только онлайн, но в смысле не только в эфире пойдет в прямом эфире, но и при непосредственном общении тоже. Так что готовимся. Да, город свои предложения в этой части представил. Посмотрим, какое решение будет принято. Так, коллеги, сегодня заседание президиума Якутской городской думы в 3 часа. И основные структурные подразделения руководителя должны на заседании президиума принять участие. Кроме того, 29 числа у нас состоится сессия Якутской городской думы, где будет обсуждаться как основной вопрос отчет главы города перед депутатами Якутской городской думы. Также участие руководителей структурных подразделений и муниципальных учреждений обязательно. Так, у нас работа продолжается по переписи населения, по подготовке. Перепись населения у нас пройдет с 1 по 31 октября. Совещание на эту тему Сардана Владимировна провела, поручения даны. На этой неделе я еще проведу совещание. Будем уточняться по объему той работы, которую нам нужно будет в срочном порядке выполнить. Кроме того, по инициативе президента страны выносится на общероссийское голосование проект вносимых изменений
в Конституции Российской Федерации. Пока тут много рабочих нюансов, вопросов, по которым мы будем еще уточняться с коллегами из республиканских органов власти, но вместе с тем работа в этой части тоже началась бы. И кроме того, на прошлой неделе мы подвели итоги конкурса на присуждение общественной премии «Якутянин года» 2019 из средств сообщений массовой информации и те, которые были на мероприятии по торжественной церемонии вручения премии, знаете о том, что якутянином года за прошлый год признана доктор наук, профессор Ульяна Алексеевна Винокурова. И ее портрет уже вывешен на фасаде окружной администрации, так что вы об этом всем знаете. У меня в основном все. Добрый день, коллеги. Значит, на прошлой неделе мы совместно с Департаментом имущественных земельных отношений и Центром информационных технологий проводили совещание по централизации информационных ресурсов в части повышения прозрачности, прочих видов деятельности бюджетных учреждений. Соответствующие поручения даны, коллеги будут выходить на ГРБС, на бюджетные учреждения, на казенные учреждения. Просьба в этом плане включиться в работу. Речь идет о том, что все доходы должны быть ясные, понятные, прозрачные, должны быть исключены прием денежных средств без внесения данных в общую информационную систему. Совместно с управлением муниципального контроля и с управами мы проводили встречу по работе по выявлению случаев несоответствия видов разрешенного использования земельных участков, особенно на тех участках, которые выданы в ИЖС, но занимаются предпринимательской деятельностью. Также необходимо эту работу нам усилить и организовать. Принимал участие на прошлой неделе в совещании по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы в Росавиации. Нам даны поручения синхронизировать работы совместно с аэропортом и агентством гражданской авиации. План мероприятий у нас соответствующий имеется. Остается только уточнить некоторые детали. Занимается этим Департамент градостроительства и служба эксплуатации городского хозяйства. Наша основная задача в летний период провести все работы. У меня все. Доброе утро, уважаемые коллеги. На прошлой неделе принял участие в ряде мероприятий по обсуждению и реализации послания президента страны. Завтра в Малом зале в 9:15 пройдет круглый стол на эту тему с участием депутата Государственного собрания Ильтумен Марины Сергеевны Силкиной. Прошу всех коллег из социального блока активно принять участие и выработать совместное решение с конкретной дорожной картой в части задач, поставленных лидером страны перед муниципалитетами. На прошлой неделе прошли отчеты окружной администрации за 2019 год. Я принял участие в отчетах в автодорожном и Сайсарском округах. Всего приняло участие в отчетах окружной администрации 20 депутатов Якутской городской думы. Должен отметить высокую гражданскую активность жителей и искренний интерес к судьбе города. Послезавтра, в среду, 29 января, в 10 часов в Большом зале состоится 13-я очередная сессия Якутской городской думы, на котором будет рассмотрен вопрос об отчете главы по итогам деятельности окружной администрации города Якутска за 2019 год. Сегодня в 15:00 в Малом зале окружной администрации пройдет заседание Президиума Якутской городской думы. Коллеги, изучив последние изменения в Конституции страны в части включения органов местного самоуправления в единую систему публичной власти, прихожу к выводу, что еще будут комментарии и разъяснения для практического правоприменения. В конце марта 2020 года в городе Якутске пройдет второй съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха-Якутия, на которых будут развернуты дискуссионные площадки по реализации национальных проектов
государственных программ Республики Саха-Якутия. И думаю, что Якутску нужно использовать данную площадку для выработки совместных решений с другими представительными органами республики. Спасибо за внимание. Всем удачной рабочей недели. Уважаемые коллеги, в ходе планерки мы уже определили свои основные задачи на предстоящую неделю. Повторю и обращаю ваше внимание на то, что у нас на этой неделе сессия Якутской городской думы. В связи с осадками, пожалуйста, особое внимание уборке дорог, а также в связи со сложившейся сложной ситуацией и правовой коллизией просьба уделить особенное внимание, работе с безнадзорными животными, а также информированию хозяев, животных, проживающих в частном секторе, о запрете свободного выгула хозяйских собак. Спасибо большое. Удачной недели.